Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Марк Амосов и Андрей Слепцов. Зима набирает свои обороты, а мы продолжаем делать ремонт. Ремонт в городе Якутске. В этом году температура в городе Якутск доходила до минус 54 градусов. В некоторые суровые январские дни наш город оказывался самой холодной точкой мира, холоднее, чем в Антарктиде. Но народ не отчаивался. Жизнь текла своим чередом. Даже суровые продавцы, торгующие замороженной рыбой и мясом, стоящие целый день на холоде, не жаловались. Торговля шла, и лишь унылый серо-белый цвет немного надоел. Именно поэтому, наверное, жители города Якутска пытаются создать в своих квартирах яркие красочные интерьеры. Конечно, тот, кто покупает себе квартиру, хочет уникальный и оригинальный ремонт. А мы сегодня постараемся вам помочь в этом или показать интересные лайфхаки. Итак, напомним. В нашем распоряжении однокомнатная квартира в центре Якутска. У нас нет цели удивить и восхитить вас нереальными взлетами дизайнерских фантазий, а наша цель заключается вот в чем. Известные личности, медиаперсоны, звезды эстрады покажут, как сделать ремонт с нуля своими руками. Мы не пытаемся доказать вам, что это просто. Это даже немного сложно. Но очень надеемся, что увидев, как известные личности делают это легко, мы вдохновим вас на новые высоты. На прошлой неделе два друга, инстаграм-блогеры Андрей Слепцов и Марк Амосов, выровняли стены с помощью ротбанда, а известный хомусист Айсен Амосов покрыл стену шпатлевкой. Следующий этап – отшлифовать стену с помощью наждачной бумаги. Для этой цели мы пригласили сестер-близняшек Керечену и Каскелену Туприных. Шлифование шпатлевки – необходимый этап отделки перед нанесением декоративного покрытия, который улучшает качество ремонта. Зачистка выполняется для выравнивания поверхности и устранения разводов, оставленных шпателем. Первое образование мы учились в Якутском речном училище на судоводителя. На данный момент мы являемся студентками Арктического государственного института культуры и искусств. В будущем хотели бы стать актрисами театра и кино. Девушки незамедлительно приступили к работе. Для них шлифование стен было делом интересным и новым. По ходу работы они отвечали на наши вопросы. Бу мелкий шкурканнан финишный шпаклевканы, бу сарапиналарын. Мой идеальный дом с видом на море, большой просторный деревянный дом. Дом за городом. И хочу, чтобы там был большой двор, а на дворе тортивники с красивым видом на море, чтобы был большой огород, там огурцы, помидоры, все это. Вечером 18 октября местный житель Олег Туприн с 19-летней дочерью Кереченой и своим другом выехали на снегоходе из села Соскалах в сторону села Юрюнг-Хая. Охотники-промысловики много раз следовали по данному маршруту, поэтому не взяли с собой спутниковые телефоны. Расстояние между селами составляет 160 километров. 17 октября 2018 года в Анабаре мы заблудились. Ехали с поселка Соскалах до поселка Юрюнг-Хая. Питались мы почти ничем. Каждый день пили чай. Был чай с юпи, который я нашла в тот же день, как мы нашли дом, 7 пачек юпи. Это сок сухой, сахара не было, экономили. И был рис протухший, была гречка маленькая, там маленько осталось.
потом уже четвертый день папа нашел вот зимний охотничий дом. И там были макароны и сухая картошка. Мы останавливались каждые 15 или 10 километров. Вот, ночевали на улице, много не ездили, оставляли следы бурана, чтобы нас нашли потом. С летнего дома до зимнего охотничьего дома было 8 километров, и это был последний литр бензина, который мы потратили. В третий день нашли летний дом охотника. Там ночевали 2 дня. На 5-й день нашли зимний охотничий дом. Поехали туда. Там ночевали 1 день, и на следующий день нас нашли. Несколько дней Керечена Туприна с отцом блуждали по тундре. Она рассказывает, что есть было нечего. Выручили растворимый сок юпи и остатки гречки. Они понимали, что нельзя паниковать, а нужно надеяться только на хорошее. Пропавших нашла в охотничьей избушке в 90 километрах от села Соскалах поисковая группа под руководством местного жителя, начальника караула малочисленной пожарной службы номер 2 села Юрюнхая Ильи Попова. Люди провели в тундре 6 дней. Про эту историю была написана книга журналисткой Любовью Готовцевой. Тираж книги разлетелся мгновенно. Мы выложили видео, на котором мы пели «Туман» песню. Утром просыпаемся, и очень много лайков, комментариев и просмотров. Вот так и нас узнали. Нам позвонили из Анабарского улуса, сказали, что хотят нам помочь найти продюсера, и вот они нашли продюсера, вот Антона Иванова, и мы подписали с ним контракт. Записали 4 песни. С помощью руководства Анабарского улуса девушки встретили продюсера и записали несколько жизнерадостных песен. Они поют в своих песнях про зимний туман, восславляют весну и поют песню про якутскую деревню. А про пережитый страх вспоминают как страшный сон. От выбора абразива и техники шлифования зависит конечный результат работ. Механическое шлифование позволяет устранить неровности строительного основания. Зачистка также избавляет поверхность от разводов, оставленных шпателем. Использование наждачной бумаги и другого абразивного материала – единственный способ скрыть границы между мазками и подготовить стены и потолок к финишному покрытию. Рядом со стеной установите лампу-переноску. Направьте свет на поверхность. Если при просвечивании обнаружилось, что на основании есть выпуклости, срежьте их шпателем. Небольшие неровности таким методом устранять нельзя. Тщательность шлифования зависит от финишного покрытия. Если планируется поклейка обоев, то на царапины и похожие дефекты не обращают внимания. В том случае, если в качестве декоративной обработки выбирается окрашивание, то на стене не должно быть ни одного изъяна. В противном случае они будут видны после высыхания краски. Работа шпаклевки – это очень тонкая работа, нужны крепкие нервы. Ну а так, на самом деле, мне понравилось. К нам подключаются яркие представители Национального театра имени Сергея Зверева-Крылола. Изабелла Егорова, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, солистка балета Национального театра танца имени Зверева, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, режиссер и балетмейстер, педагог классического и контемпорари танца, топовый режиссер городских и республиканских мероприятий.
Изабелла, как профессионал своего дела, может ставить большие постановочные балеты, также телевизионные шоу. Спектакль «Перформанс. Чувства» взбудоражил якутского зрителя своей оригинальностью, масштабностью и неожиданностью. Балет «Киги», поставленный Изабеллой, явился зрителю как яркое явление на фоне всеобщего застоя. Альберт Никитин, артист балета Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева. Альберт является ярким выпускником колледжа культуры, является настоящим фанатом дела своей жизни – танца. Летом 2020 года Альберт был приглашенным участником фестиваля фестивалей «Таврида». Здравствуйте, меня зовут Изабелла, а это мой коллега Альберт. Всем привет! Каждый, кто сталкивался с ремонтом, задавался вопросом, что же стелить на пол. Существует масса вариантов. Виниловые полы, пробковые полы, паркет, массивная и инженерная доска, линолеум и кафель. Но мы сегодня рассмотрим классический вариант ламинат. С него и начнем. Как же подобрать нужный ламинат? Как не ошибиться? Какой цвет подойдет? Когда мы приходим в магазин, весь ассортимент кажется одинаковым. Есть ламинат за 300, а есть за 3000 рублей. Об этих подробностях мы попытаемся вам рассказать. Мы ищем ламинат. Да, у нас большой выбор ламината. Вот здесь у нас представлены отечественные производители. Далее на этом стенде европейские уже идут, они покачественнее будут. Основные наши бренды — это фирма Quickstep и также фирма Pergam. Мы являемся официальными представителями этих брендов в Якутске. Цены минимально рекомендованные. В Москве он примерно столько же стоит. Защита от царапин, защита от истирания, влагостойкость. Есть влагостойкие модели. Я знаю то, что ламинат очень боится воды. Это правда. Есть вот более простые модели. Они действительно, на них особо проливать воду не стоит. В течение 15 минут лучше убирать. Лучше не мыть мокрой тряпкой, влажной тряпкой протирать. Однако у фирмы Quickstep есть влагостойкие модели. На них уже может вода находиться до 2 часов. Также есть уникальная коллекция. Она полностью водостойкая, коллекция Impressive. На этом ламинате вода уже может находиться сутки и даже более, пока не высохнет. Плюс у этого ламината очень хорошая защита от царапин. Видите, у нас специально лежат болтики, можете взять, попробовать. Как-то поцарапать, повредить его сложно. То есть, получается, девочкам можно спокойно перемещаться на каблучках. Да, конечно. Вот посмотрите, допустим, такой ламинат у нас здесь лежит уже 3-й год в магазине. Мы специально положили его у себя, чтобы показать качество ламината, потому что мы полностью уверены в качестве своего товара. Он воды не боится. Можно наливать воду прямо на стык. И мы не вытираем, пока она не высохнет. У фирмы Quickstep идеальная геометрия доски. Доски очень плотно прилегают друг к другу, и вода не просачивается между досками. От установки это не зависит. Это зависит от ровности пола. Допустим, пол для ламината в любом случае должен быть ровным. У меня вопрос по поводу установки. То есть я могу собственноручно установить ламинат, или же мне надо будет обязательно пригласить специалиста? Нет, ламинат очень просто укладывается, можете уложить его самостоятельно. Там минимальный набор инструментов, буквально лобзик вам только понадобится и все. Также вот у нас есть новинка, ламинат имитации плитки. Визуально от плитки не отличается, при этом не такой холодный, как плитка. Посуда не бьется, уложить проще, чем плитку приклеить. Нет, это точно как будто плитка. Да, посуда не бьется, уложить проще, чем плитку приклеить. Плюс он тоже водостойкий, может смело на кухню и даже в ванную комнату. Да, капельку видим. Здесь у нас виниловая плитка, это как бы новый материал, кварц-винил замковый. Материал композитный, состоит из многих слоев винила с кварцевым песком.
Это винил с добавлением кварцевого песка, плюс стабилизирующий слой стекловолокна. Сверху очень мощное защитное покрытие. Все это спекается под большим давлением, температурой, получается очень мощное напольное покрытие. Вообще считается, что винил — это покрытие, у которого нет недостатков. Но абсолютно не боится влаги, так как в его составе нет дерева. Вот большой выбор моделей, также это фирма Quickstep, фирма Pergo производит. Артем, у меня вопрос. А по поводу укладки, тут получается есть отличие между укладкой винила и укладкой простого ламината? Ну да, бывает винил клеевой, бывает замковый. Вот этот ламинат, винил, он замковый, собирается как ламинат, то есть очень просто. Его даже проще собрать, чем ламинат, потому что его не нужно пилить. Укладывается также на подложку, клеить ничего не нужно. Каменно-полимерная плита — это тоже как бы почти как кварц-винил, только туда вместо песка добавляется керамическая крошка. Плюс он идет уже в своем составе, имеет подложку встроенную, то есть даже подложки не нужно. Сразу просто собираете, да, он уже идет со встроенной подложкой. Здесь у нас пробковый пол, то есть это натуральный пробковый материал. Он может быть как замковый, то есть собирается как ламинат в замок, так и клеевой. Клеевая пробка — это вот чисто пробковый агломерат. Он приклеивается к полу и сверху покрывается лаком. Когда его покрыли лаком, он уже не боится влаги также абсолютно. Уникальное свойство пробки — отражает тепло человеческого тела. Положите, да, что он всегда теплый. Он очень уютный, очень уютный. Это как бы кора пробкового дуба. Ценят пробку в основном за тактильное ощущение. По ней очень приятно ходить босиком. Она мягкая, теплая, поэтому ее чаще всего укладывают в спальню, в детскую. Вообще, вот по отзывам, кто клиенты у нас покупали пробку, они больше другие напольные покрытия не признают, они к нам приходят только за пробкой. Паркет — это натуральный материал, в отличие от ламината. Если ламинат — это рисунок, имитация дерева, то паркетная доска — это как бы натуральное дерево. Она составная, тут идет несколько слоев для большей стабильности. Основа — это недорогие породы дерева. И сверху ценные породы дерева: дуб, ясень, бук. Она уже покрыта лаком, то есть ее достаточно собрать и можно сразу использовать. При необходимости со временем, если там она у вас лежит там лет 10, да, где-то поцарапалась, вышаркалась, ее можно снова зашкурить, отциклевать и покрыть лаком, и она будет как новая у вас. Да, у меня вопрос по поводу истирания. Потому что это же дерево, это же натуральное. Да, она покрыта лаком. Со временем, конечно, лак может вышаркаться, но вы можете ее снова зашкурить, отциклевать и покрыть лаком, и она будет у вас как новая, там, допустим, лет через 10 она у вас вышаркается. Рабочий слой позволяет проводить эту процедуру 4-5 раз, поэтому до 50 лет гарантия дается на паркет. Паркет елочкой тоже сейчас актуально, очень модный тренд. Паркет укладываемый елочкой. Это вот польская фирма Барлинек. Паркетная доска очень хорошего качества. Плюс отличительная особенность фирмы Барлинек: такой паркет подходит даже для теплого пола. То есть очень хорошее качество сушки древесины, ее не ведет, она не рассыхается, не растрескивается. Что скажете по поводу расхода материалов? Мне нужно, получается, тут больше взять, да? Если я захотела елочку, мне нужно будет купить больше расходного материала, чем в ламинате. Там есть какая-нибудь разница? Ну нет, расход стандартный везде. Добавляем 5% запаса к площади, этого обычно хватает на подрезку. Это же дерево? Это паркет? Нет, это ламинат. Мы специально поставили сюда этот стенд. 2 года они работали над этой коллекцией. Очень реалистичный дизайн. Да. Если потрогаете, текстура полностью соответствует текстуре. Это прямо как эти пенечки. Теснение, глубина теснения до 1,5 миллиметров. Да, это технология называется теснение в регистр. Имитация дерева практически полная. Когда босиком ходите, ощущение, как будто ходите по натуральному. Магазин «Европол» находится в самом центре города Якутска. Улица Аюнского, 8, ТЦ «Утум». Контактный номер 25 85 80. Работаем без выходных с 10 утра до 19 часов вечера. Наши консультанты расскажут вам все тонкости, и вы сможете реально увидеть интересующие вас модели. Интерьер – это не просто совокупность предметов мебели и отделочных материалов. Это инструмент для создания атмосферы, настроения и образа мысли. О том, как интерьер может повлиять на ваши внутренние установки и как следствие изменить жизнь, смотрите в нашей передаче. Марианна Федотова Намына начала сочинять мелодии к песням с 2014 года. Песни в исполнении Намыны стали популярны и нашли своих поклонников.
В 2019 году Намына организовала свой сольный концерт под названием «Ие» – «Вдохновение» в Театре оперы и балета имени Соруна Амалона. Ее песни посвящены неповторимой красоте природы Якутии, любви к родной земле, неповторимости времен года и близким. Недавно мы услышали песню Намыны в саундтреке якутского киносериала «Хаган Саин Булары» «Когда наступит лето». Песня сильно украсила сериал, передавая всю атмосферу многосерийного фильма и полюбилась зрителям. Идеальный ремонт – это когда душа радуется и когда все по-твоему. Третий дом, меняю квартиру. Каждый раз, по-моему, у меня повторяется светлые тона. Почти что белое, светлое. Но это было давно. Первое время, когда мы переехали в Якутск, жили в съемных квартирах. Несколько раз меняли, и в основном были это однокомнатные квартиры. Потом, через какое-то время, мы купили по долевому участию квартиру трехкомнатную, сделали ремонт. Обои, клеить, красить сами делали. Чтобы клеить кафель в ванной и в туалете, мы наняли работников из ближнего зарубежья. Я утром встала первая, зашла в туалет, вышла. Когда выходила, подумала, что у меня кружится голова. Хотела закрыть, и почему-то вот стена приближалась ко мне. А получилось, что это кафель упал. Весь кафель упал, и унитаз весь был сломан, вдребезги. Из-за того, что эта укладка была некачественной. Они просто вот так лепешки клеили. Всего продержалось где-то 2 месяца. И в канун первого дня Нового года все оно упало. Ну, я пришла к выводу, что надо все проверить после ремонта. И по ходу ремонта тоже заходить, все проверять. Слово «намын» с якутского переводится как «спокойное», «тихое», «медленное», «нежное», «плавное». Песни Намыны несут добро и любовь к жизни. Песни приходят по-разному. Я читаю очень много стихов. Мой день начинается со стихов. Стих, который вот поет, он сам сразу. Вот читаешь, мелодия сама приходит. Хотела увековечить родной родительский отчий дом. Когда я вот езжу на родину, я всегда останавливаюсь у знакомых, родственников. Дом мой стоял 23 года, не было возможности там остановиться. А сейчас я в любое время года могу остановиться у себя дома. Очень долгое время у меня как-то не получалось, боялась от ремонта, что я не осилю. А в этом году делала ремонт капитальный. Фундамент поменяла, помогли мои близкие, одноклассница моя Айта, соседка, очень помогла своими советами, и дети поддержали. Дочка все лето со мной красила, ремонтировали. Полностью поменяли фундамент дома. Там у меня стоит колесо КамАЗа с щебенкой. Вместо пола там СИП-панель. Большие строительные работы делали бригады. Ну, работа пыльная, вот убрать штукатурку. И пришлось все это делать самим. Дом мой никогда не был таким красивым, новым. И думаю, что мои родители на небесах радуются. Марианна справилась на отлично со своей работой. Стены приобрели нежные, спокойные тона.
А сейчас давайте немного отвлечемся от ремонта и заглянем в закулисье фэшн-шоу. В связи с пандемией Mercedes-Benz Fashion Week Russia, главное мероприятие в области моды в России, проходило в формате онлайн. В связи с этим несколько якутских брендов решили принять участие на неделе моды. Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространствах. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Якутский бренд Solco стал участником главного события индустрии моды России. В историческом парке «Россия. Моя история» идет трансляция на официальном сайте недели моды. В этом году из соображений безопасности организаторы сделали упор на онлайн-трансляции и включение с показов из других городов. Резидент бизнес-инкубатора Якутска бренд Solco приглашение принять участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia получил от Национальной палаты моды России. Смотрите, как волнуются юные модели. Но на подиуме от этого волнения не будет и следа. Показ получил много хороших отзывов. Полную версию показа вы можете найти на нашем канале. Давайте посмотрим, что у нас сегодня получилось. Итак, стены у нас ровные и покрашены. На самом деле, любая сфера отделочных работ – электрика, сантехника, малярка, монтаж – имеет столько нюансов, что даже мастеру-отделочнику для того, чтобы стать универсалом, в каждую новую для себя сферу нужно вникать по несколько лет. А заранее, не зная всех тонкостей, нельзя правильно спланировать работы, что и приводит к переделкам или задержкам в строительстве. Поэтому доверяйте планирование работ профессионалам, а не знакомым, которые когда-то сами клеили обои или видели, как клеят обои, или знают человека, который видел, как клеят обои. Впереди у нас самое интересное – это укладка кафеля и керамогранита. Не пропустите следующую серию, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Не пропустите наш следующий выпуск. До новых встреч!